Уважаемые соотечественники, если вернуться к вопросу о выборах президента Туркменистана, тут надо бы выяснить, кто может быть кандидатом в президенты, из какого возраста. Согласно Конституции Туркменистана, человек, достигший 40-летнего возраста, может быть предложен на пост президента Туркменистана как кандидат. Через кого? Через какие организации? Раньше, в прежних конституциях Туркменистана, который уже на моей памяти 5 раз видоизменялся, вот, там были возможности, что уличные комитеты, собрания там, трудовых коллективов, еще общественные организации могли предложить кандидатов на этот высший пост государства. Но потом постепенно сузили, вот при Бердымухамедовской уже 5-я видоизмененная конституция имеет право предлагать только утвержденные властями там партийные организации или партии, так называемые в кавычках, и, естественно, государственные организации, объединения. То есть народ тут остался как бы за бортом со своими правами и со своими возможностями. Ясно, при таком подходе, значит, среди кандидатов не было и не будет тех людей, которые бы защищали интересы простого народа, защищали просто права человека, уважением бы отнеслись к демократии, принципам демократии, уважали бы права своих сограждан. Нет, эти люди просто поставлены на то, что якобы состязается с первым лицом государства. Так как я говорил уже, эти выборы не нужны и не предназначены для туркменского народа, не для внутреннего потребления это все, а для внешней показухи, чтобы где-то показать себя, что они следуют принципам демократии. Ну, это фарс, мы это все знаем, поэтому на всех выборах, что было при Ниязу, или последние 10 лет, или третьи уже президентские выборы, так называемые, которые проводятся в Туркменистане, это посвящено только одному лицу или для избрания одного того же самого лица, то есть Гурбангулу Бердымухамеду. Тут другого выхода нет. Уже сегодня я могу в начале февраля заявить, что с результатом 95-97% победителем окажется ныне действующий президент Туркменистана Гурбангулу Бердымухамед, который занимает эту должность уже в течение 10 лет незаконно. О чем мы уже говорили в предыдущей передаче. Так что для выборов, если это называть выборами, у народа нет никаких прав и никаких возможностей, чтобы они свободу воли заявляли свои желания или своих кандидатов выставляли. Так что это фарс, а не выборы. Вот об этом я хотел вам сказать свое мнение.